Здравствуйте! В эфире телеканал Тува-24. С вами Алдын Казбуян, и я расскажу вам об основных событиях на сегодня. По состоянию на 22 июля зарегистрировано 186 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки госпитализировано 144 человека. С начала года от новой коронавирусной инфекции скончались 43 человека. 65% смертности приходится на пожилых людей. В лечебных учреждениях находятся 1500 больных, из них 291 в тяжелом состоянии. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 42 пациента. Региональное управление Роспотребнадзора обращает внимание, что только получение 2 компонентов вакцины снижает риск инфицирования. В Туве полный цикл вакцинации прошли свыше 58 тысяч человек, несмотря на то, что первым компонентом привились более 81 тысячи. В Туве продолжается всероссийская акция «Спасибо врачам». Предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители республики с начала пандемии продолжают оказывать поддержку врачам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Так горячими обедами сегодня обеспечили медиков представителей бизнес-сообщества. Тему продолжит Инна Клоян. 162 порции получат медицинские работники, спасающие жизнь людей, находящихся в этом лечебном учреждении, временно перепрофилированным на борьбу с коронавирусной инфекцией. Акция «Спасибо врачам» получила старт еще в прошлом году с открытия красных зон. С самого утра повара готовят обед для врачей терапевтического корпуса республики, которые ежедневно трудятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Сегодня предприниматели города Кызыла и торгово-промышленная палата присоединились к акции «Спасибо врачам» и тем самым показали, что бизнес у нас социально ответственный в республике. Когда приходит беда, общество сплачивается, в том числе и предприниматели нашего города, нашей республики. И мы, в том числе члены торгово-промышленной палаты, предприниматели города Кызыла, скинули средства и закупили сегодня горячие обеды. Помимо горячего питания, медицинских работников обеспечили молочными продуктами и хлебобулочными изделиями. Хотел бы, наверное, также поблагодарить наших предпринимателей, кто оказал эту всю посильную помощь. И хотели бы, наверное, пожелать нашим врачам, чтобы они в этот сложный период держались, и чтобы с каждым днем количество больных уменьшалось. И дай бог, чтобы коронавирус он уже ушел не только от нашей республики, а вообще в целом он, наверное, стал приносить меньше вреда. Такое внимание очень важно для медицинских работников, потому что любые слова поддержки и внимания, которые звучат от пациентов и неравнодушных граждан, способствуют приданию силы и дальнейшей борьбе с этим заболеванием. Прошла небольшая акция. Мы решили поддержать наших медиков в столь трудную минуту, ситуацию. И от лица многих предпринимателей вот такое мы привезли питание, горячее питание, молочную продукцию, хлебобулочную продукцию, чтобы показать, что мы с ними вместе, мы с ними рядом, мы ценим и уважаем их труд и очень-очень их благодарим за то, что они находятся в такой зоне риска и не бросают нас. Пандемия коронавируса никому не оставила выбора. Медицинские работники вот уже на протяжении больше года вынуждены работать без выходных и праздничных дней, находясь по 8 часов в красной зоне в неудобных костюмах, средствах индивидуальной защиты. Наши сограждане, наши земляки нас поддерживают. Для нас, конечно, это очень приятно. И сегодня предприниматели города Кызыла и торгово-промышленная палата нас обеспечили, наших врачей. Это, конечно, очень большая поддержка для нас, потому что, как вы знаете, работа медиков в красной зоне очень тяжелая. И я думаю, что, конечно, подкрепиться хорошим таким обедом для нас всех будет очень приятно. Врачи и медсестры приветствовали участников акции из окон медицинского центра. Действительно, в это сложное время важно всем объединиться и вместе противостоять вирусу. Когда мы узнали про эту акцию, я рассказала своим кондитерам. Вы знаете, как они воодушевились? Они: да, нашим врачам, конечно же, и они с таким удовольствием. И даже вчера уже никто не работал, кто-то остался после работы, стали делать заготовки. И они прям с большим удовольствием отправляли и были очень рады, что они делают такой небольшой посильный свой вклад, в поддержку наших врачей. На самом деле мы очень за них переживаем и очень благодарны за их работу. Большое им спасибо, честное, человеческое от души.
за их работу, за их возможность наших детей, людей, и вообще стариков. И вот очень страшный период, в котором мы сейчас живем. И мне кажется, врачи наши герои. В рамках акции предприниматели еще раз поблагодарили тех, кто ежедневно рискует собственным здоровьем для спасения жизни десятков тысяч наших земляков. И это не единичная акция. Такое же количество бизнес-ланча будет передано предпринимателями краснозонным врачам в ближайшее время. Инна Клаян, Буян Мангуш, Альнгы Оржак, ТУВА 24. Лето, пора строительства. В селе Торохем Тоджинского района существует потребность в обновлении социальных объектов. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалых в рамках рабочего визита посетил Торохемскую школу, в которой идет возведение пристройки для столовой. Весь учебный год учащиеся Торохемской школы были вынуждены преодолевать расстояние в 2 квартала, чтобы пообедать. По решению администрации Кажуна с начала строительного сезона здесь началась стройка дополнительного помещения. И в течение прошлого учебного года вот эта проблема по обеспечению горячего питания у нас остро стоял вот этот вопрос. Но благодаря поддержке администрации нашего района мы получили из местного бюджета 1,5 миллиона рублей, и за счет этих средств коллектив школу строим методом народной стройки данную пристройку. В то время, когда мужчины-педагоги вместе с местными строителями ставят фундамент, учительницы каждый день обеспечивают их горячим питанием. Общая площадь пристройки 100 квадратных метров. Здесь будут работать повара. Работники школы и другие каждый день работают с 8 утра до 6 вечера. Сам я работаю в спортивной школе тренером по стрельбе из лука. Хочу сказать, что тоджинцы молодцы. Они вот буквально своими руками, своими средствами до 1 сентября должны построить, и они уже строят пристройку, столовую. Владислав Ховалых поручил Министерству образования региона оснастить новую столовую необходимым оборудованием, чтобы дети питались в комфортных условиях. Даян Данцирюн, Владимир Сюртук, Кузел Сарыксерен, ТУВА 24. Тем временем в Рио главы республики Владислав Ховалых продолжает с рабочими командировками посещать районы республики. Так он побывал в Кызылском Кажуне с места событий Мадыр-Сандан. Еще в марте здесь стояло несколько коробок жилых домов, не было ни света, ни воды. Теперь готовность домов составляет 95%. Подведены столбы электроснабжения, забита одна общая скважина, вторая пока еще в планах. Инспектирование самого крупного и многонаселенного Кызылского Кажуна началось с проверки качества домов для детей-сирот в поселке Сукпак. Новостройки этого года расположены за бывшей свинофермой. Всего в поселке Сукпак построено 36 домов для детей-сирот. В ходе проверки качества их строительства рассматривается вопрос дополнительного финансирования для приобретения 24 из них в государственную собственность и дальнейшей передачи получателям жилья. Дело в том, что у первого подрядчика, начинавшего строительство, не хватило средств. За дело взялся второй, тоже местный. Объем работы остался небольшой, уверяют исполнители программы. В основном это мелкая отделка. Ну, подрядчик просто они из последних сил уже стараются, поскольку цены, которые, точнее, субсидию дают, но она очень маленькая, да, это 47 тысяч за метр квадратный, да, вы знаете, что у нас сейчас стоимость 100-150 тысяч метр квадратный, себестоимость где-то, ну, дороже, то есть это проблема федеральная, приходится деньги добавлять сюда, то есть поэтому подрядчики, конечно, здесь особо ничего не зарабатывают, они вот так у них имиджевые проекты, к сожалению. Вот он сейчас соберется силами где-то в течение, ну, я думаю, 2 недель доделает все эти недостатки. Потому что в каждом доме чуть-чуть чего-то мало доделать. То есть я думаю, в августе месяце мы к Дню Республики заселим сюда людей уже. Исполняющий обязанности главы республики Владислав Ховалых в ходе инспектирования высказал несколько замечаний. У домов, построенных на песчаном грунте, низкий фундамент, короткая кровля, мелкие, но способные испортить настроение новоселам огрехи видны на каждом шагу. Там будут люди будут жить. Если вы будете жить, вы точно потребовали. Нет. Вы слышали, да? Это протокол прошу занести. Пока не оплачивать, брак пока не будет устранен везде. По мелочам прямо. Пока подрядчик под надзором Минстроя устраняет недочеты, убирает строительный мусор, местные власти займутся благоустройством территорий. За счет республиканского бюджета оборудуют зимние водоколонки, летний полив. Здесь будут улицы, дороги, тротуары. В общем, все как у людей. Посмотреть, 24 дома строятся, смотрел прежде всего на качество работ, обратил внимание, есть вопросы к качеству
дал соответствующие указания и министру строительства, и самому подрядчику вот эти недочеты устранить. И также недалеко от этой улицы мы запланировали асфальтирование улицы Фрегатной, да, вот, более километра. И я так думаю, ну, там и туда протянуть также, продлить маршрут автобусный, да, чтобы конечная остановка была недалеко от тех людей, которые заселятся в вот эти поселочек для детей-сирот. Вот. Также попросил водоснабжением решить вопросы и уличным освещением. Такого количества домов для детей-сирот в республике не строили никогда, отмечают специалисты. Всего в течение последних 2 лет в республике построено 500 домов для детей-сирот, в том числе и незавершенные стройки прошлых лет. Идет борьба из-за качества. Практика сдачи домов без внутренней отделки, без подведения света, воды, а по сути нарушение закона и прав детей-сирот уходит в прошлое. Мадар Сандан, Владимир Сюртук, Ангар Оржак, Тува 24. 18 июля в дежурную часть полиции столицы Тувы поступило сообщение о том, что в одном из банкоматов зафиксировано вскрытие защитной двери. В течение суток взломщик был установлен и задержан. Подробнее об этом в материале Сайгына Бюрбю. Следственно-оперативной группой в первую очередь была запрошена запись с камеры видеонаблюдения. Эксперты сняли отпечатки пальцев. Оперуполномоченные сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Кызылу, изучив записи с камер видеонаблюдения, составили фотокомпозиционный портрет подозреваемого. Также полицейские обратили внимание на то, что злоумышленник, воспользовавшись своей банковской картой, провел через терминал несколько расчетных операций. Далее дело техники. Банк, владелец банкомата, предоставил информацию о проведенных через кассовый аппарат карточных операциях в период времени его вскрытия. По номеру счета был установлен и задержан 33-летний кызылчанин, уже имевшего ранее проблемы с законом. В отношении задержанного следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. На допросе мужчина сознался в содеянном и признался, не ожидал, что его так быстро найдут. Он не учел, что на дворе 21 век, и везде, где производятся денежные операции, буквально напичкано камерами видеонаблюдения. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Сайгын Бюрбю, Буян Мангуш, Кузел Сарксерен, Тува 24. Эфир телеканала подходит к концу. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Пусть завтра будет лучше, чем сегодня.